сябры, в эфіры рубрика «Надзея запытае». Колькі парадаў за сваё жыццё мы атрымоўваем ад знаёмых і незнаёмых людзей, якія-то з іх застаюцца з намі назаўсёды, а якія мы потым нават і не ўспомнім. І зараз мы даведаемся у гродзенцаў, ці ёсць у іх такія парады, якія ўсё жыццё яны пранеслі ў сваім сэрцы. Дазвольце запытацца, ці была ў вашым жыцці якая-нибудь такая парада, цудоўная, мудрая, якая і па сённяшні дзень вот вы яе ўзялі за талісман свайго жыцця, вот такі арыенцір? Можа, матуля чаму-нибудь вучыла? Я даже вам не знаю, что сказать на эту тему. Они-то есть, конечно, но самое, наверное, важное – это 5 раз подумать и тогда только делать. Наверное, так. Ну, былі парады, добрых людзей, такіх старэйшых, мудрых людзей, былі парады. Ну, напрыклад, ніколі не спяшацца з вывадамі, вось толькі абдумаць добра, размеркаваць неяк. Это былі парады ад настаўніка, ад старэйшых людзей. Вот. И это самое, ну, и от маці много, от дядулі свайго, ён у мяне былі грамотны чалавек. Ну, наогул вы згодны, што да людзей трэба прыслухоўвацца? Абавязкова трэба прыслухаць да старэйшых. І адсейваць то, што глупства гавораць. Моладзь не любіць ніякіх парад, нічога, але ж трэба, таму што ўжо вопыт у нас вялікі, жыццёвы, всё, і таму слухаешь этих людей. Ну, бабуля чаще всего, то, что присматриваешься к людям, как бы можно многое увидеть в них. Как и отношения, так и общение. Плохой это человек, неплохой. Бывает, приезжаешь к бабушке с друзьями или со знакомыми, она сразу говорит, вот это плохой человек, это хороший. И как бы... Бабуля-сканер просто. Да, и зачастую она права. То есть, как бы, ну, 85 лет человек уже как бы... У людях разбирается. Да, уже разбирается, поэтому нужно прислушиваться, все-таки взрослое поколение, зачастую они больше правы, чем мы. Вот вы сказали, у меня все советы из головы просто повылазили. Ну, наверное, просто жить настоящим, не думать, не загадывать ни на будущее, не думать о прошлом, а вот жить настоящим, чтобы потом не жалеть. Гэта, правда, вельмі мудра, тому што заўтра ніхто не ведае, што будзе заўтра. А сёння атрымаць асалоду ад сённяшняга дня, вот пайсці прагуляцца, паглядзець з людзьмі, ну, это ж святое дело. И завтрашний день, может, с лепшим настроем настанет. Да. Ага. Знаете что, я бы не сказала, что это был какой-то совет. Просто когда я училась в институте, я училась в Ленинграде, в театральном институте, и у нас был преподаватель, который вел изобразительное искусство. То есть у нас были лекции в Эрмитаже, в Русском музее, и я просто видела, как он этому отдавался. То есть он абсолютно не смотрел, какие люди были вокруг, а просто он это отдавался вне зависимости от того, подготовлен человек или нет, он этому отдавался полностью. И я старалась всегда вот просто его вспоминать, что надо в жизни, вот вне зависимости от того, какой человек, просто делать все это добросовестно. И если ты сталкиваешься с чем-то, то делать хорошо. Вот это, наверное, такое то, что я получила от этого педагога. И знаете, как Горький говорил, всему хорошему я обязан книге. Вот здесь я вот как-то обязана по жизни этому человеку, потому что он мне очень много дал для развития. У меня такой девиз, что не нужно оглядываться назад, нужно идти всегда вперед. Прошлое нас всегда чему-то учит, и мы не должны бояться своих ошибок, мы не должны бояться упасть, потому что в любом случае мы всегда встаем. Ой. Поэтому только вперед, за нами, за молодежью, все. Пусть этот мир прогнется под нас, а мы идем, мы есть. И на этой волне мы есть. И идем. И так и далее и идем. Так и будет дальше, да. Ко всем с добром, абсолютно. Як ти даєш їх, так і ти до тебе. О, вот это прям вот точно девиз мой. Бачите, як. Как ты, так и я, как ты, так и тебе. Обов'язково вернеться. Как я, так и мне. Обов'язково. Уважать всех, любить родину, любить Беларусь. Да. І тоді, ну, стане на добре. Да, стане все на добрий лад, на добре. Дякую за адказы. Ведаеце, мне калісьці бабуля моя таксама давала параду, і яна казала так: калі хочаш, каб было добра, зрабі сама. Я вот все жыццё гэта вот памятаю і ўсю жизнь стараюся зрабіць усё сама, каб потым не было на каго пеняць, што атрымалася не очень. Дякую вам за адказ, добрага настрою, всего доброго.